Лезвие ножа тускло блеснуло в сгущающихся сумерках, рассекая воздух всего в сантиметре от моей груди. И я уже приготовился принять неизбежное, понимая, что старому человеку не устоять против двоих головорезов. Но прежде чем я успел сделать последний вздох, из густой тени амбара вырвался белый вихрь, и тишину хутора разорвал не лай, а низкий, утробный рык существа, которое наконец-то решило, на чьей оно стороне в этой вечной войне добра и зла. Я зажмурился, ожидая крика боли, но вместо этого наступила тишина. Тяжелая, звенящая и абсолютная, какая бывает только перед лицом самой смерти. Меня зовут Матвей Ильич Корнилов, и если бы вы спросили меня в то утро, чего я жду от жизни, я бы ответил: тишины. Мне 62 года, и большая часть моей жизни прошла здесь, на отшибе цивилизации, на хуторе, который местные называют Сухой Лог. Это место не для слабых духом. Здесь, в предгорьях Алтая, степь встречается с камнем, а ветер дует так, что выдувает из головы все лишние мысли, оставляя только самую суть. 10 лет назад, когда мы схоронили мою Валю, этот ветер выдул из меня и радость. Осталась только привычка жить, вставать до рассвета, кормить скотину, проверять изгороди, смотреть, как солнце медленно ползет по бескрайнему небу, и ждать вечера, чтобы упасть в кровать без снов. Я жил один. Ну, если не считать десятка кур, 2 коров да пары старых дворовых псов, Рыжего и Цыгана. Они были хорошие ребята, честные пастухи, но в их глазах я видел только преданность за еду и теплую подстилку. Мы понимали друг друга, но не говорили. Да и о чем говорить старому бирюку с собаками? Мой мир сжался до 150 гектаров земли, старого УАЗа-буханки, который я латал чаще, чем носил свои собственные сапоги, и бесконечного горизонта. Я думал, что моя книга уже написана, и остались только пустые страницы в конце. Как же я ошибался. Тот вторник начинался, как сотни других вторников до него. Июльское солнце начало припекать еще до полудня, превращая степную дорогу в раскаленную сковороду. Я возвращался из райцентра, из Каменки, куда ездил за комбикормом и запчастями для насоса. Старенький УАЗик натужно гудел, подпрыгивая на ухабах, в кабине пахло бензином, пылью и горькой полынью, пробивающейся в открытые окна. Жара стояла такая, что воздух над асфальтом дрожал, искажая очертания дальних лесопосадок. Казалось, сама природа замерла в оцепенении. Даже кузнечики замолкли, не в силах перекричать зной. Я ехал медленно, не больше 60. Куда мне спешить? Дома никто не ждет, обед на плите не стынет. Я думал о том, что надо бы перекрыть крышу на сеновале до дождей, и что цены на солярку снова подскочили, будь они неладны. Обычные мысли старого хозяина, у которого забот больше, чем денег. Впереди на обочине у старого покосившегося километрового столба я заметил какое-то белое пятно. Сначала подумал: мешок с мусором. Дачники, что едут транзитом через наши края, часто не утруждают себя довести отходы до контейнеров, швыряют пакеты прямо в кювет. Я нахмурился, чувствуя привычное раздражение на людское свинство. Но по мере приближения мешок начал обретать очертания. Это было нечто живое, или, по крайней мере, недавно бывшее живым. Я мог бы проехать мимо. Честно мог. В деревне к смерти животных относятся проще, без городского надрыва. Бог дал, Бог взял. Но что-то заставило меня ударить по тормозам. Может, неестественная поза этого существа, а может, тоскливое ощущение неправильности происходящего под этим безжалостным синим небом. УАЗ взвизгнул колодками и замер, подняв облако рыжей пыли.
Я заглушил мотор. Тишина навалилась мгновенно, плотная, звенящая от зноя. Я вышел из машины, хлопнув дверью, и этот звук прозвучал как выстрел. Сапоги захрустели по гравию. Подойдя ближе, я остановился, чувствуя, как внутри все холодеет, несмотря на 30-градусную жару. Это был пес. Огромный, белый, каких я в наших краях отродясь не видел. Гладкая шерсть, мощная грудь, широкая голова. Аргентинский дог. Породу я узнал не сразу, потом уже вычитал в старых подшивках журналов. Но стать была видна даже сейчас, когда он лежал в пыли, словно сломанная игрушка. Он лежал на боку, тяжело, с хрипом втягивая в себя раскаленный воздух. Каждое движение ребер давалось ему с трудом. Они выпирали так остро, что, казалось, вот-вот прорвут тонкую грязную шкуру. Но не истощение заставило меня стиснуть зубы до скрежета. На шее у него болтался кусок ржавой толстой цепи. Звенья были такими массивными, словно на них держали медведя, а не собаку. Цепь была не отстегнута, она была разорвана. Одна из звеньев лопнула, искореженная чудовищным усилием. Этот пес не сбежал, он вырвался. Он рвал металл, чтобы уйти оттуда, где был. Я сделал осторожный шаг вперед. «Эй, брат!» — тихо сказал я, стараясь, чтобы голос звучал мягко. «Ты как тут оказался?» Пес не зарычал. Он даже не попытался поднять голову. Только веки его дрогнули и медленно, с невероятным усилием приподнялись. Я никогда не забуду этот взгляд. За 60 лет я видел много глаз. Человеческих, звериных, добрых, злых, равнодушных. Я видел глаза умирающих лошадей и глаза волков, попавших в капкан. Но это... В его темных, глубоко посаженных глазах не было злобы. Там не было агрессии зверя, загнанного в угол. Там стояла такая бездонная черная тоска и такой животный ужас, что мне стало физически дурно. Он смотрел на меня не как на спасителя, а как на очередного палача. Он ждал удара. Его тело мелко дрожало, и это была не дрожь от холода. Это была вибрация страха, въевшегося в подкорку. Я перевел взгляд ниже и сглотнул вязкую слюну. Задние лапы. На бедрах, там, где шерсть была короткой и белой, виднелись круглые гноящиеся язвы. Слишком ровные для случайных ран. Слишком симметричные. Ожоги от сигарет. Кто-то методично, раз за разом, тушил об него бычки. «Господи Иисусе!» — прошептал я, и голос мой дрогнул. «Кто же тебя так? За что?» Гнев, горячий и темный, поднялся в груди. Мне захотелось найти того, кто это сделал, и собственными руками объяснить ему, что такое боль. Но сейчас было не до гнева. Пес умирал. Он просто лежал и ждал конца, смирившись с тем, что этот мир состоит только из боли и пыли. «Но нет», — твердо сказал я, приседая на корточки. «Не сегодня, парень. Не в мою смену». Я протянул руку. Пес вздрогнул всем телом, зажмурился, вжимая голову в гравий. Он ожидал удара. Он был уверен, что рука человека может только бить. Я замер, держа ладонь в сантиметре от его носа, давая ему вдохнуть мой запах. Запах табака, солярки и старого человека. «Я не трону», — прошептал я. «Слышишь? Я не они». Минута тянулась как час. Наконец он приоткрыл один глаз. Взгляд был мутным, но паника в нем чуть утихла, сменившись безнадежной усталостью. Надо было действовать. Он весил, наверное, килограммов 40, а то и 50, даже в таком истощенном состоянии. Сплошные кости и мышцы. Я не мальчик. Спина давно не та, что в молодости, но бросить его здесь я не мог. Я подвел руки под его горячее пыльное тело. Он был как раскаленный камень.
«Прости, брат, сейчас будет больно», — предупредил я. Когда я поднял его, он не издал ни звука, ни скулежа, ни рыка. Он просто обмяк в моих руках, как тряпичная кукла, полностью отдав свою судьбу на мою волю. Это безмолвное смирение потрясло меня больше, чем если бы он попытался меня укусить. Он словно говорил: «Делай, что хочешь, мне все равно». Я, кряхтя и чувствуя, как стреляет поясница, дотащил его до задней двери УАЗа. Открыл борт, постелил старый брезент, которым накрывал сено, и осторожно уложил свою находку. Пес свернулся калачиком, уткнув нос в ржавый пол машины. От него пахло запекшейся кровью, гнилью и псиной. Но сквозь этот запах пробивалось что-то еще. Запах обреченности. Я захлопнул дверь, обошел машину и сел за руль. Руки дрожали. Я закурил дешевую сигарету без фильтра, сделал глубокую затяжку, пытаясь унять сердцебиение. Посмотрел в зеркало заднего вида. Белый холмик в кузове не шевелился. «Ну что ж», — сказал я своему отражению в запыленном стекле. «Похоже, Матвей Ильич, мы с тобой нашли приключений на свою седую голову». Я повернул ключ зажигания. Мотор чихнул и завелся. Мы тронулись. До хутора оставалось километров 10, и всю дорогу я ехал, стараясь объезжать каждую кочку, словно вез хрустальную вазу, а не полумертвого пса. Я еще не знал, выживет ли он. Я не знал, что с ним делать, если он выживет. Я не знал, кто он и откуда. Я знал только одно — я не дам ему умереть на обочине. Всю дорогу я поглядывал назад. Пес лежал неподвижно, только бока судорожно вздымались. Я думал о том разорванном звене цепи. Какая же сила, какое отчаяние должны были двигать живым существом, чтобы порвать металл? И какой страх гнал его, пока он не упал без сил? Подъезжая к воротам своего двора, я уже знал, что этот пес изменит мою жизнь. Я еще не придумал ему имя, но уже чувствовал странную, непонятную связь с этим белым гигантом. Мы оба были побиты жизнью, оба одиноки, и оба, кажется, никому в этом мире больше не были нужны. Я загнал машину прямо в сарай, подальше от палящего солнца. Цыган и Рыжий выбежали встречать, заливаясь лаем, но я цыкнул на них так строго, что они поджали хвосты и разбежались по будкам. Им нельзя было видеть гостя. Пока нельзя. В полумраке сарая было прохладно. Пахло сухим сеном и машинным маслом. Я снова взял пса на руки и перенес его в угол на ворох чистой соломы. Поставил рядом миску с водой. Он не пил. Он лежал с открытыми глазами и смотрел в стену. Я сел рядом, прямо на пол, прислонившись спиной к колесу УАЗа, и стал смотреть на него. «Ничего», — тихо сказал я, — «ничего. Здесь тебя никто не найдет. Здесь сухой лог. Здесь край света. А на краю света свои законы». Я смотрел на эти страшные ожоги на его лапах и чувствовал, как внутри закипает глухая, тяжелая ярость. Я не знал имен тех, кто это сделал, но я поклялся себе, если они когда-нибудь появятся здесь, на моем пороге, я встречу их не хлебом-солью. Так начались наши первые дни. Дни, полные боли, молчания и медленного, мучительного возвращения из тьмы. Первые 3 дня слились для меня в один бесконечный, тягучий кошмар, пропитанный запахом гноя, мази Вишневского и страха. Я почти не спал. Дом, обычно такой пустой и гулкий, теперь казался мне чужим, потому что настоящая жизнь сосредоточилась там, в полумраке старого сарая, где на ворохе соломы умирал и не хотел умирать белый пес. Я оборудовал ему место в дальнем углу, отгородив старыми досками от остальной части помещения, чтобы цыган или Рыжий
Не дай бог не сунули туда свои любопытные носы. Принес из дома старый ватный матрас, на котором когда-то спала теща. Застелил его чистой простыней. Солома — это хорошо, но открытым ранам нужна чистота. Самым страшным было не лечение, самым страшным было его молчание. Когда я первый раз подошел к нему с аптечкой, старым жестяным ящиком с красным крестом, где хранились запасы еще советских времен, он даже не шелохнулся. Я ожидал рычания, попытки укусить, защитной реакции. Любое животное, которому причиняют боль, должно защищаться. Это инстинкт, это жизнь. Но этот пес, он просто закрыл глаза. Он перестал дышать, напрягся каждой жилой, превратившись в камень, и замер. Он ждал боли. Он был уверен, что я пришел продолжить то, что начали другие. «Тише, парень, тише», — бормотал я, чувствуя, как дрожат мои собственные руки. «Я только посмотрю». Я начал с обработки ран от цепи. Шея представляла собой кровавое месиво. Кожа была стерта до мяса, местами виднелись белесые сухожилия. Шерсть вокруг свалялась в корку из грязи и сукровицы. Я взял ножницы и начал осторожно выстригать колтуны. Лезвия клацнули, и пес дернулся, словно от удара током, но тут же снова замер. «Потерпи», — уговаривал я его, как когда-то уговаривал Валю, когда делал ей уколы в последние месяцы ее болезни. «Сейчас будет легче. Сейчас уберем эту гадость». Я промывал раны перекисью. Пена шипела, поднимаясь грязными пузырями, вымывая дорожную пыль и запекшуюся кровь. Пес лежал неподвижно, только крупная дрожь пробегала по его телу волнами от холки до хвоста. Я видел, как под кожей ходят бугры мышц. Какой же силой надо обладать, чтобы терпеть такое молча? Закончив с шеей, я перешел к лапам. Ожоги. Круглые, воспаленные кратеры на бедрах. Я смотрел на них и не мог понять, каким зверем нужно быть, чтобы тушить сигареты о живое существо. А собаку, которая не может ответить, потому что прикована цепью. Я мазал их левомиколем, стараясь касаться едва-едва, самыми кончиками пальцев. «Кто ж тебя так ненавидел?» — шептал я в пустоту сарая. Или они так развлекались? Смешно им было. К вечеру первого дня он так и не притронулся к воде. Еда, миска с теплой кашей на мясном бульоне, тоже стояла нетронутой. Он просто лежал, уткнувшись носом в матрас, и смотрел в одну точку. В щель между досками сарая пробивался закатный луч, в котором танцевали пылинки. Этот луч падал прямо на его морду, освещая шрамы. Старые, уже зажившие белые полосы на носу и лбу. Это был не домашний пес. Это был воин. Ветеран какой-то войны, о которой я ничего не знал. Я сидел рядом на перевернутом ведре и курил, пуская дым в потолок. «Тебе надо есть», — говорил я ему. «Иначе не выкарабкаешься, силы нужны». Он не реагировал. На вторую ночь мне приснилась Валя. Она стояла посреди двора, молодая, в том ситцевом платье в горошек, которое я ей подарил на нашу первую годовщину, и смотрела на сарай. «Матвей», — сказала она тихо, но я услышал каждое слово, как наяву. «У него душа болит сильнее тела». «Ты тело лечишь, а душу кто лечить будет?» Я проснулся в холодном поту. Часы показывали 3 ночи. За окном выл ветер, степной, сухой ветер, который всегда приносил перемены. Я встал, накинул телогрейку поверх майки и пошел в сарай. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Я зажег керосиновую лампу. Электричество я туда так и не провел, руки не дошли. Тусклый желтый свет озарил пространство. Пес лежал в той же позе. Но что-то изменилось. Он открыл глаза и смотрел прямо на меня. В этом взгляде уже не было того парализующего ужаса. Там был вопрос. Немой, тяжелый вопрос. «Зачем ты это делаешь? Почему не убил сразу?» Я сел рядом, близко. Так близко, что чувствовал жар, исходящий от его тела. «Знаешь, брат», — начал я тихо, глядя на пламя лампы,
Я ведь тоже один. Совсем один. Жена у меня умерла 10 лет как. Хорошая была женщина, добрая. Любила все живое. Если бы она тебя видела, она бы плакала. А я вот плакать разучился. Высохло все внутри, как этот лог проклятый. Я говорил и говорил. Рассказывал ему про урожай, про цену на солярку, про то, как болят колени к дождю. Я говорил с ним как с человеком. Мне казалось, что если я замолчу, нить, которая едва-едва натянулась между нами, порвется. «У тебя имя-то есть?» — спросил я вдруг. «Не делай это, без имени помирать». Я посмотрел на его мощную белую грудь, широкую, как снежный склон, на его неподвижность, в которой чувствовалась скрытая мощь. Вспомнил горы, которые виднелись на горизонте в ясную погоду. Белые вершины, холодные и неприступные. «Казбек», — произнес я. «Будешь Казбеком. Гора такая есть, высокая, гордая. И ты такой же. Белый и крепкий. Слышишь? Казбек». Ухо пса, маленькое, купированное почти под корень, чуть дернулось. Он услышал. Я протянул руку и впервые решился погладить его не для того, чтобы обработать рану, а просто так. Положил ладонь на его широкую голову между ушами. Шерсть была жесткой, короткой, как щетина. Он не отстранился, но и не подался навстречу. Он просто позволил мне это сделать. На третий день случилось чудо. Я принес ему не кашу, а кусок вареной говядины. Настоящего хорошего мяса, которое берег для себя на воскресенье. Порезал мелкими кусочками, положил на ладонь. «Ешь, Казбек», — сказал я строго. «Хватит дурить». Я поднес руку к его морде. Он вдохнул запах мяса. Ноздри его расширились. Инстинкт боролся со страхом. Голод, древний, мощный, требовал своего. Он медленно, очень медленно повернул голову. Его влажный черный нос коснулся моей ладони. Я замер, боясь спугнуть момент. Шершавый горячий язык аккуратно, почти нежно слизнул кусочек мяса. Потом второй, потом третий. Я выдохнул, чувствуя, как внутри разжимается пружина, скрученная в тугой узел последние 3 суток. Он поел. Он принял еду из моих рук. Это был договор. Безмолвный контракт, подписанный в полумраке старого сарая. Я не враг, а он больше не жертва. С этого момента дело пошло на поправку. Медленно, с откатами назад, но пошло. Ожоги начали затягиваться, покрываясь коростой. Шея перестала кровоточить. Казбек начал вставать. Сначала неуверенно, шатаясь на слабых лапах. Он делал пару шагов до миски с водой и тут же ложился обратно. Но с каждым днем в его движениях появлялось все больше той скрытой силы, которую я угадал в нем при первой встрече. Я узнавал его характер. Он был молчуном. Рыжий и цыган могли брехать на пролетающую ворону полчаса, просто от скуки. Казбек не издал ни звука за неделю. Ни лая, ни скулежа. Он наблюдал. Когда я возился в гараже, чинил старый трактор, я открывал дверь сарая, чтобы он мог видеть меня. Он лежал на пороге, положив морду на передние лапы, и его темные глаза следили за каждым моим движением. Куда я иду, что беру, зачем гремлю ключами. В его взгляде все еще была настороженность. Если я делал резкое движение, например, ронял гаечный ключ на бетонный пол, он мгновенно вскакивал, сгруппировавшись, готовый к обороне. Старые демоны не отпускали его. Память тела, память о боли жила в нем глубже, чем я думал. Я видел это потому, как он реагировал на предметы. Он боялся палки. Когда я взял черенок от лопаты, чтобы подпереть дверь, Казбек сжался в комок и забился в самый дальний угол. Он боялся цепей. Звяканье ошейника вызывало у него дрожь.
«Понял, брат, понял», — говорил я, отбрасывая лопату. «Никаких палок, никаких цепей. Здесь ты вольный». На пятый день я решил вывести его на улицу, по-настоящему, на воздух. Вечер был теплым, степь пахла чабрецом и нагретой землей. Я открыл ворота сарая настежь. «Пойдем, Казбек, подыши». Он долго стоял на пороге, втягивая носом воздух. Ветер шевелил его короткую шерсть. Он смотрел на простор, на бескрайнее небо, на далекий горизонт, окрашенный багрянцем заката. Он сделал шаг, потом еще один, ступил на траву. Лапы его проваливались в мягкую землю. Он опустил голову, понюхал пучок полыни, чихнул, и впервые за все время я увидел, как расслабились мышцы на его спине. Цыганы рыжие, запертые в вольере, подняли гвалт, почуяв чужака. Казбек повернул голову в их сторону. Он не зарычал. Шерсть на холке не стала дыбом. Он просто посмотрел на них. Спокойно, уверенно, с каким-то царственным достоинством. И мои дворняги, почувствовав эту силу, замолчали. Умолкли, присели на задние лапы и только тихонько поскуливали. Он был королем. Раненым, изгнанным, но королем. Мы прошли с ним до старого колодца и обратно. Он шел рядом у моей левой ноги, не отставая и не забегая вперед. Нас никто этому не учил. Мы просто шли так, словно ходили вместе всю жизнь. Когда мы вернулись в сарай, и я снова закрыл его на ночь, дверь я теперь только прикрывал, не запирая, я почувствовал странное тепло в груди. То место, где 10 лет была пустота, начало заполняться. Я больше не был один на этом проклятом хуторе. Но я не знал, что наше хрупкое спокойствие уже отмерено. Я не знал, что прошлое Казбека — это не просто воспоминания. Это люди. Жестокие, жадные люди, которые считают, что они хозяева жизни. И эти люди уже искали его. Гроза пришла на 7-й день. Сначала небо на западе потемнело, налилось свинцом. Воздух стал плотным, душным, птицы замолчали. Я возился с забором, когда услышал звук мотора. Не мой трактор, не соседский «Жигуленок». Мощный, ровный гул дизельного двигателя. Я выпрямился, вытирая руки тряпкой, и посмотрел на дорогу. К хутору, поднимая клубы пыли, приближался черный внедорожник. Тонированные стекла, хищная решетка радиатора, колеса, способные перемалывать грязь. Машина выглядела здесь, среди моих старых построек и степного ковыля, как инородное тело, как космический корабль пришельцев или как танк захватчиков. Сердце кольнуло нехорошим предчувствием. Гости в сухом лагу — редкость, а такие гости — беда. Я медленно пошел к воротам, чувствуя, как холодеет спина. В сарае было тихо, Казбек не лаял. Но я знал, он слышит. Он знает этот звук мотора лучше меня. Джип остановился у самой калитки. Мотор заглох. Дверь открылась, и на землю спрыгнул водитель. Высокий, бритый наголо детина в камуфляжных штанах и черной майке, обтягивающей бычью шею. Следом вышел второй, пониже, коренастый, с густой черной бородой и цепким, неприятным взглядом маленьких глазок. Они осмотрелись по-хозяйски, не спеша. Бородатый сплюнул на землю прямо под мои ворота. «День добрый, отец», — сказал он. Голос был хриплым, прокуренным. В нем не было уважения, только ленивая наглость. «Хозяин тут». «Я хозяин», — ответил я, стараясь говорить твердо, хотя колени предательски дрожали. Я стоял один, старый человек в выцветшей рубашке против двоих молодых, сильных зверей. «Чего надо?» «Собачку ищем», — ухмыльнулся бритый. «Беленькую такую, кобелька. Сбежал, паскуда, неделю назад».
Говорят, видели его в твоих краях. У меня пересохло во рту. Они нашли его. Как? Следы? Кто-то увидел на трассе? Это уже не имело значения. Они были здесь. Те самые люди, что жгли его сигаретами. Те, от кого он рвал цепи. «Нет у меня никаких собак», — сказал я, глядя прямо в глаза бородатому. «Только дворняги вон в будке. Езжайте мимо». Бородатый шагнул ближе, от него пахло дорогим одеколоном и потом. «Не ври, дед. Мы по следам шли. Протекторы у тебя на въезде свежие. И рядом следы лап. Крупных лап. Не дворняжьих». Он знал. Он все знал. «Отдай по-хорошему», — вступил Бритый, поигрывая связкой ключей. «Пес дорогой. Денег стоит. Мы тебе даже на бутылку дадим. За беспокойство». «Я сказал, нет здесь никого», — гаркнул я, хватаясь за черенок граблей, стоящих у забора. Это было смешно и жалко, но это было единственное оружие, что у меня было. Бородатый рассмеялся. Громко, неприятно. «Ты погляди, герой нашелся. Дед, не доводи до греха. Мы сейчас сами проверим твои сараи. И если найдем...» Он не договорил, но взгляд его стал ледяным. «Хуже будет». Они двинулись на меня. Медленно, как волки на старого барана. Я попятился, сжимая грабли. Страх липким потом тек по спине. Я понимал, что они просто сметут меня. Измордуют, перевернут все вверх дном, найдут Казбека и увезут. А потом убьют его за побег или снова посадят на цепь. «Стоять!» — крикнул я, но голос сорвался на визг. Бородатый уже протянул руку, чтобы оттолкнуть меня с дороги. Я зажмурился, и тут случилось то, чего не ожидал никто. Раздался треск. Это ломалась старая доска в задней стене сарая, которую я плохо приколотил. А следом звук, от которого кровь застыла в жилах даже у этих двоих. Это был не лай. Это был рев. Дикий, первобытный, яростный. Из-за угла дома, как белая молния, вылетел Казбек. Он не бежал. Он летел над землей, превратившись в сгусток мышц и ярости. Он перемахнул через забор с легкостью птицы и приземлился ровно между мной и бандитами. Он стоял, широко расставив лапы, опустив голову к земле. Шерсть на холке стояла дыбом, превращая его в горбатого монстра. Губы были вздернуты, обнажая клыки, белые, огромные, смертоносные кинжалы. Из пасти капала пена. Он узнал их. О, как он их узнал! Бритый отшатнулся так резко, что споткнулся и чуть не упал. Бородатый замер, и краска схлынула с его лица, оставив его серым, как пепел. «Твою мать!» — выдохнул Бритый. «Это он. Тайсон. Тайсон, вот как они его звали. Идиотская, пошлая кличка для такого благородного зверя». Казбек сделал шаг вперед. Он не бросался, он загонял их. Он издавал низкий, вибрирующий рык, который отдавался в грудной клетке у всех присутствующих. Это был звук смерти. Он говорил: «Еще шаг, и я разорву вас». «Убери пса!» — взвизнул бородатый, хватаясь за карман куртки. Я увидел блеск металла, нож или пистолет. «Не дури!» — заорал я, обретая вдруг голос. «Он тебя сожрет раньше, чем ты достанешь!» Казбек, увидев движение руки, сжался пружиной. Его глаза налились кровью. Он был готов к прыжку, и бандиты это поняли. Они видели перед собой не собаку, которую можно пнуть. Они видели машину для убийства, которую сами же и создали, и которая теперь вышла из-под контроля. Бритый потянул напарника за рукав. «Валим, Серый!» «Валим! Он бешеный!» Они попятились к машине, не сводя глаз со скаленной пасти. Бородатый еще пытался сохранить лицо, бормоча проклятия, но руки его тряслись. Они запрыгнули в джип, хлопнули дверями. Мотор взревел, внедорожник рванул с места, разбрасывая гравий, развернулся и помчался прочь,
оставляя за собой шлейф черного дыма. Казбек не погнался за ними. Он стоял неподвижно, пока звук мотора не стих вдалеке. Только тогда он выпрямился, шерсть на холке медленно опадала. Он повернулся ко мне. В его глазах все еще горел огонь битвы, но когда он посмотрел на меня, этот огонь начал угасать. Он подошел, ткнулся мокрым носом мне в ладонь и тяжело вздохнул. Я опустился на траву рядом с ним, обнял его за мощную шею и заплакал. Впервые за 10 лет. Я плакал от страха, от облегчения и от осознания того, что этот пес только что спас мне жизнь. И не просто жизнь, а честь. «Спасибо, Казбек», — шептал я, зарываясь лицом в его жесткую шерсть. «Спасибо, сынок». В этот вечер мы сидели на крыльце до самой темноты. Я пил чай. Он лежал у моих ног, положив голову мне на сапог. Мы оба знали, это еще не конец. Такие люди не прощают страха. Они вернутся. Но теперь мы были не одни. Мы были стаей. Стаей из 2 одиноких душ, готовых драться за свой кусок мира под этим бесконечным звездным небом. После визита непрошенных гостей жизнь на хуторе изменилась. Внешне все осталось прежним. Также вставало солнце, также кудахтали куры в загоне, также скрипел старый насос, качая воду из скважины. Но воздух стал другим. Он загустел от напряжения. Тишина, которую я раньше ценил как благо, теперь казалась обманчивой, таящей в себе угрозу. Каждый шорох заставлял меня вздрагивать, каждый отблеск фар на далекой трассе заставлял сердце биться чаще. Я купил ружье. Старенькую двустволку-тулку у знакомого охотника в Каменке. Официально для охраны от волков, которые зимой нет-нет, да и заглядывали к нам из предгорий. Но мы оба понимали, что волки тут ни при чем. Чистил я его вечерами на кухне, под тусклым светом лампочки, и запах оружейного масла смешивался с запахом жареной картошки. Казбек лежал рядом, наблюдая за моими движениями. Он знал, что это такое. При виде оружия он не пугался, как обычные собаки, а становился серьезным, собранным. Он понимал, мы готовимся к войне. Казбек изменился. Тот забитый, умирающий пес, которого я привез в кузове УАЗа, исчез. На его месте появился воин. Он быстро набрал вес, мышцы налились силой, шерсть заблестела, став белой, как первый снег. Но главное изменение произошло внутри. Он принял на себя ответственность за этот клочок земли и за меня. Он больше не спал в сарае. Теперь его пост был на крыльце. В любую погоду, в дождь, в ветер, он лежал там, откуда просматривались ворота и дорога. Он спал чутко, вполглаза. И даже во сне его уши ловили малейшие изменения в звуковом фоне степи. Дворняги, рыжий и цыган признали его главенство безоговорочно. Если раньше они были просто бестолковыми звонками, то теперь, под началом Казбека, превратились в дисциплинированный отряд. Он не рычал на них, не кусал. Ему достаточно было взгляда. Один поворот головы, и они замолкали. Другой, и они бежали проверять дальний угол загона. Я смотрел на это с изумлением. Это была не дрессировка. Это была природная иерархия, древняя магия стаи. А потом пришла ночь, когда Казбек показал, что он не убийца, а страж. Это случилось в конце августа. Ночи стали темнее, холоднее. Луны не было, небо затянуло низкими тучами. Я спал беспокойно, ворочался. Мне снились какие-то мутные, вязкие сны. Проснулся я не от звука, а от ощущения взгляда. Казбек стоял у моей кровати. В темноте я видел только белое пятно его груди. Он не лаял, не скулил. Он просто толкнул меня носом в руку. Холодным, мокрым носом. «Что такое?» — прошептал я, садясь на кровать.
Он тихо рыкнул и побежал к двери. Остановился, оглянулся. Зовет. Я натянул штаны, схватил ружье и фонарь. Мы вышли на крыльце. Тишина. Ни ветра, ни сверчков. Цыганы рыжие молчали, но я чувствовал их присутствие где-то рядом, в темноте. Они тоже не спали. Казбек повел меня не к воротам, а за дом, к загону с коровами. У меня было всего 2 кормилицы — Зорька и Ночка, да молодой бычок Борька. Мое маленькое богатство. Мы шли бесшумно. Казбек ступал мягко, как кошка, и я старался не отставать, проклиная свои скрипучие суставы. У самого загона он замер и припал к земле. Я тоже остановился, вглядываясь в темноту. Сначала я ничего не увидел, потом услышал. Тихий щелчок кусачек по проволоке. Шепот. И запах. Чужой. Резкий запах дешевого табака и немытых тел. Скотокрады. Бич наших мест. Они работали тихо, профессионально. Резали сетку, выводили скот, грузили в «Газель» где-нибудь в километре от хутора и исчезали. Многие мои соседи так лишились последнего. Их было 3. Я разглядел силуэты у дальнего столба ограды. Они уже перекусили проволоку, и один из них, с веревкой в руках, крался к Зорьке. Корова тревожно сопела, чувствуя чужаков. Я вскинул ружье. Руки дрожали от гнева. Это были не те бандиты на джипе. Это была обычная мелкая шваль, которая крадет у стариков, но от этого они не становились менее опасными. «Стоять!» — рявкнул я, включая мощный фонарь. Луч света выхватил из темноты перепуганные лица в кепках, натянутых на глаза. «Стреляю без предупреждения!» Они дернулись. Тот, что был с веревкой, бросил ее и рванул к пролому в заборе. 2 других замешкались. «Взять!» — крикнул я, сам не зная, послушается ли меня Казбек. Я никогда не учил его этой команде. Но ему не нужны были команды. Он ждал этого момента. Белая молния метнулась из темноты. Казбек не стал кусать. Он ударил первого, того, что с веревкой, грудью, сбив его с ног, как кеглю. Человек отлетел на пару метров, ударился о столб и затих, хватая ртом воздух. 2 других, увидев, что на них несется чудовище, запаниковали. Один выхватил что-то из-за пазухи, монтировку или дубинку, и замахнулся. Я зажмурился, боясь выстрелить и задеть собаку. «Казбек, назад!» — заорал я. Но Казбек не отступил. Он ушел от удара быстрым, текучим движением, нырнул под руку нападавшему и схватил его за запястье. Схватил и сжал. Раздался хруст и вопль, полный боли и ужаса. Монтировка упала в траву. Пес не рвал мясо. Он просто держал. Держал мертвой хваткой, пригибая мужика к земле. 3-й вор, видя, что дело дрянь, бросился бежать в степь, ломая кусты. «Цыган, рыжий, фас!» — скомандовал я, и мои дворняги с радостным визгом бросились в погоню. Далеко он не уйдет, штаны ему точно порвут. Я подошел к лежащим. Тот, которого сбил Казбек, только начал приходить в себя, ошалело тряся головой. 2-й стоял на коленях, баюкая сломанную руку, и скулил, глядя на белого пса, который возвышался над ним, как судья и палач в одном лице. Казбек дышал тяжело, но ровно. На его морде не было крови. Он обезвредил врага, не убив его. «Лежать!» — приказал я ворам, наводя на них двустволку. «Дернешься, картечью нашпигую». «Убери зверя, дед, Христа ради!» — прохрипел тот, что со сломанной рукой. «Он же волк, не собака». «Это не зверь», — сказал я, чувствуя странную гордость. «Это хозяин, а вы — гости незваные». Я вызвал участкового. Ждать пришлось долго, часа 2. Все это время Казбек сидел напротив задержанных, не сводя с них глаз. Стоило кому-то из них пошевелиться, он издавал тихий, едва слышный рык, и воры замирали, превращаясь в статуи. Когда приехал лейтенант Сферидов, молодой парень, вечно уставший от бесконечных вызовов по огромному району, он долго смотрел то на связанных воров, то на меня, то на Казбека. «Ну ты даешь, Матвей Ильич», — покачал он головой,
заполняя протокол при свете фар патрульной машины. «Эту банду мы полгода ловим. Они по всему району шерстили. А ты их с одной собачкой?» «Не с собачкой», — поправил я его, — «с напарником». Свиридов с уважением посмотрел на Казбека. Пес сидел у моего колена, спокойный, величественный, словно и не было никакой драки. Только испачканные в земле лапы напоминали о схватке. «Серьезный аппарат. Документы на него есть?» «Найдутся», — уклончиво ответил я. Когда милицейский УАЗик увез незадачливых конокрадов, уже светало. Небо на востоке окрасилось в нежно-розовый цвет, предвещая ясный день. Мы остались одни посреди двора. Адреналин отступил, и навалилась усталость. Я присел на ступеньки крыльца, положил ружье на колени. Казбек подошел и положил голову мне на плечо. Тяжелую, теплую голову. Я обнял его, зарылся пальцами в густую шерсть на загривке. «Ты не убийца», — прошептал я ему в ухо. «Ты защитник. Понимаешь разницу? Они хотели сделать из тебя монстра, а ты остался человеком. Больше человеком, чем они сами». Он лизнул меня в щеку. Один раз. Шершаво и мокро. С этого дня слух о белом дьяволе Корнилова пошел по округе. Соседи, которые раньше заезжали редко, стали наведываться чаще. Якобы за советом или инструментом, а на самом деле поглазеть на чудо пса. Они стояли у забора, опасливо косясь на белую фигуру на крыльце, и цокали языками. «Ох и зверюга у тебя, Ильич», — говорил сосед Петрович, местный тракторист. «Как ты с ним справляешься? Он же быка завалит». «С ним не надо справляться», — отвечал я. «С ним надо дружить». Но слава имеет и обратную сторону. Я понимал, что те первые на джипе тоже услышат. Слухи в деревне летят быстрее ветра. И они поймут, что их Тайсон не просто жив, а стал еще опаснее и сильнее. И это их заденет. Их гнилое самолюбие не стерпит такого оскорбления. Я ждал их. Казбек ждал. Мы оба знали, что главная битва еще впереди. Но теперь мы были готовы. Я больше не был дряхлым стариком, доживающим свой век. Я был командиром маленькой крепости, а у крепости должен быть гарнизон. Осень вступала в свои права. Листва на тополях пожелтела, по утрам на траве лежал иней. Казбек полюбил эти холодные утра. Он носился по полю, поднимая фазанов. Его белое тело мелькало среди пожухлой травы, и я любовался его мощью и красотой. Он был свободен. Впервые в жизни он бежал не от боли, а от радости движения. Но иногда, глядя на него, я видел в его глазах тень прежней тоски. Ему чего-то не хватало. Или кого-то. Одиночество, которое мы делили на двоих, стало легче, но оно не исчезло совсем. Ему нужна была родная душа. Не хозяин, не слуги-дворняги, а кто-то равный. И судьба, которая, кажется, решила в тот год переписать сценарий моей жизни заново, уже готовила нам новую встречу. Встречу, которая станет зеркальным отражением нашей собственной. Зима в том году пришла рано и сразу взяла степь в ежовые рукавицы. Снег лег уже в начале ноября, плотный, скрипучий, укрыв черную землю бесконечным белым саваном. Морозы стояли трескучие, и по ночам градусник опускался за -30. Дом остывал быстро, печь приходилось топить дважды в день, и я таскал охапки дров, чувствуя, как ноет спина. Казбек полюбил зиму. Для него, аргентинца, родом из теплых краев, снег был диковинкой. В первый снегопад он долго стоял на крыльце, ловя пастью падающие хлопья, удивленно фыркал, когда они таяли на носу. Его белая шкура делала его невидимым на фоне сугробов. Только черные глаза и нос выдавали его присутствие. Он мог часами лежать в сугробе, наблюдая за дорогой, и я поражался его морозостойкости.
Казалось, внутренний огонь грел его лучше любой шубы. Зимние вечера мы проводили у печки. Я читал старые книги, которые перечитывал уже по 10-му разу, или просто слушал радио. «Маяк» — единственный канал, который ловила моя старенькая радиола. Казбек лежал у открытой дверцы печи, глядя на огонь. Иногда он вздыхал. Глубоко, по-человечески. И я знал, что он тоже о чем-то думает. Может, вспоминая свое прошлое, а может, просто наслаждается покоем. К весне, когда сугробы осели, потемнели и начали превращаться в бурные ручьи, я заметил перемену в его поведении. Он стал беспокойным. Часто подходил к воротам, скулил, глядя в сторону трассы. Сначала я думал, весна, гормоны играют, но это было другое. В его взгляде появилась тревога, какая-то тянущая тоска, словно он слышал зов, недоступный моему уху. В середине марта, когда грязь на дорогах стала непролазной, он начал выть. Не громко, не тоскливо, а требовательно. Он подходил ко мне, толкал носом в колени, потом бежал к воротам, оглядывался. «Да что с тобой, Казбек?» — спрашивал я, надевая сапоги. «Куда тебя несет?» В то утро он буквально вытолкал меня из дома. Хватал зубами за рукав телогрейки, тянул к машине. Я сдался. «Ладно, черт с тобой, поехали. Покажешь, что тебе надо». Мы выехали на трассу. Асфальт был разбит после зимы. Ямы заполнены талой водой. Казбек сидел на переднем сиденье, как штурман, напряженно вглядываясь вперед. Километр, 2, 5. Мы приближались к тому самому месту. К старому километровому столбу, где я нашел его прошлым летом. Он заскулил так пронзительно, что у меня мурашки побежали по коже. Я сбросил скорость. «Здесь?» Он залаял. Коротко, отрывисто. Я остановил машину, вышли. Ветер был холодным, пронизывающим, пахло мокрым снегом и прелой травой. Казбек рванул в кювет, не разбирая дороги, прямо по грязи и талому льду. Я поспешил за ним, скользя сапогами по глине. «Казбек, стой!» Он остановился у кучи веток, принесенных ветром, и начал копать, яростно разбрасывая землю задними лапами. Я подошел и замер. Там, в углублении под кустом, лежала собака. Не породистая, как он. Обычная дворняга, серая, невзрачная, похожая на комок грязной шерсти. Она была жива, но едва-едва. Глаза закрыты, дыхание поверхностное, свистящее. Одна задняя лапа была вывернута под неестественным углом. Явно перелом. Причем старый, уже начавший неправильно срастаться. Казбек лег рядом с ней. Он не скулил, не лаял. Он начал вылизывать ее морду. Осторожно, нежно, так как мать вылизывает щенка. Я стоял и смотрел на это, чувствуя, как ком подступает к горлу. Он привел меня сюда не случайно. Он знал. Каким-то шестым, десятым чувством. Он почувствовал, что здесь, на том самом месте, где умирал он сам, умирает еще одна душа. Это было зеркало. Зеркало его собственной судьбы. Собака приоткрыла глаза. В них не было страха, только тупая покорность смерти. Она даже не попыталась отстраниться от огромного белого зверя, который навис над ней. «Ну что, Ильич», — сказал я сам себе охрипшим голосом, — «похоже, у нас пополнение». Я снял телогрейку, завернул в нее дрожащее тельце. Она была легкой, почти невесомой. Одни кости да свалявшаяся шерсть. Казбек бежал рядом, пока я нес ее к машине. Заглядывал мне в лицо, словно проверяя. «Ты же не бросишь ее? Ты же поможешь?» «Помогу, брат, помогу», — бормотал я. «Куда я денусь?» Мы назвали ее Ладой. Имя пришло само собой. Простое, доброе, домашнее. Она не была воином, как Казбек. Она была жертвой человеческого равнодушия, сбитой машиной и выброшенной умирать в кювет. Ее восстановление шло тяжелее. Перелом пришлось оперировать.
Я возил ее в город к хорошему ветеринару, отдав за операцию почти всю пенсию. Доктор, пожилой еврей в очках с толстыми линзами, качал головой. Старая травма, кость раздроблена. Хромать будет всю жизнь, но жить будет. Лада жила в доме на коврике у печки. Кашбек не отходил от нее ни на шаг. Он, который терпеть не мог замкнутых пространств, теперь часами лежал рядом с ней, положив голову на лапы, и просто дышал в унисон. Когда ей было больно, она тихонько поскуливала во сне. И тогда Кашбек начинал вылизывать ей уши, нос, больную лапу в гипсе. Он утешал ее. Он рассказывал ей на своем безмолвном собачьем языке, что боль пройдет, что здесь безопасно, что этот старый хмурый мужик с грубыми руками на самом деле добрый, и он даст еды. Я наблюдал за ними и поражался. В этом огромном, мощном звере, способном перекусить человеку руку, жила такая нежность, какой не у каждого человека сыщешь. Он стал для нее всем — сиделкой, защитником, старшим братом. Лада оказалась благодарной. Когда гипс сняли, она начала ходить, смешно припадая на заднюю лапу. Она была тихой, ласковой собакой. В отличие от гордого Казбека, она любила ласку. Подставляла пузо, чтобы почесали, тыкалась мокрым носом в ладони. Ее появление изменило атмосферу в доме. Если Казбек принес с собой дух воина и защитника, то Лада принесла уют. Женское начало, которого так не хватало моему холостяцкому жилищу. Она встречала меня радостным визгом, вертелась юлой, и я впервые за много лет начал улыбаться, переступая порог. Весна в том году выдалась бурной. Степь зацвела. Тюльпаны, красные и желтые, ковром покрыли холмы. Воздух звенел от пения жаворонков. Кашбек и Лада бегали по этим цветущим полям. Он, мощный, белый, стремительный, и она, маленькая, хромая, серая, старавшаяся не отставать. Он часто останавливался, ждал ее, подбадривал коротким лаем. Глядя на них, я думал о том, как причудливо тасуется колода жизни. Два существа, обреченные на смерть, нашли друг друга и меня. И мы стали семьей. Странной, разношерстной, но крепкой семьей. Но идиллия не могла длиться вечно. Природа, подарившая нам эту весну, готовила новое испытание. Испытание не злобой людской, а своей собственной слепой яростью. Лето началось рано и сразу с аномальной жары. Уже в мае дожди прекратились. Небо стало белесым, высветшим от зноя. Ветер, обычно приносящий прохладу с гор, теперь дул, как из духовки, сухой и горячий. Колодцы в деревне начали мелеть. Уровень воды в моей скважине падал с каждым днем. Насос хрипел, выплевывая мутную жижу с песком. Трава в степи пожелтела, не успев налиться соком. Земля потрескалась, покрылась сетью глубоких морщин, как лицо древней старухи. Пришла великая сушь. Соседи ходили черные, как тучи. У Петровича сгорел огород. Помидоры просто испеклись на корню. Скотине не хватало воды. Люди начали экономить каждую каплю. Стирали раз в неделю, мылись в тазиках, поливая себя из кружки. Я смотрел на небо каждый день, моля о дожде. Но не облачко. Только безжалостное солнце, которое всходило каждое утро, чтобы жечь, жечь и жечь. И в этот момент, когда надежда начала таять вместе с водой, Кашбек снова повел себя странно. Он начал рыть. Не у дороги, не в поисках кого-то. Он начал рыть землю прямо у нас во дворе, в самом, казалось бы, неподходящем месте, на каменистом пригорке за сараем, где никогда ничего не росло, кроме колючек. Я сначала ругал его. «Ты что творишь? Зачем ямы копаешь? Ноги переломаем». Он не слушал. Он рыл содержимостью маньяка.
Рыл до крови на лапах, выгрызал зубами камни. Лада пыталась помогать ему, смешно отгребая землю своей здоровой лапой. Я смотрел на это день, два, и вдруг меня осенило. В памяти всплыл рассказ деда, старого казака, который жил здесь еще до революции. Он говорил, что животные чуют воду лучше любой лозы. Что в степи, если видишь, как суслик или лиса роют нору в сухом месте, там жива. Я взял лопату, тяжелую, штыковую, с отполированным до блеска черенком. Подошел к Казбеку, который лежал в неглубокой яме, тяжело дыша, весь в пыли. «Ну что, геолог?» — сказал я, вытирая пот со лба. «Думаешь, там что-то есть? Или просто от скуки дурью маешься?» Он посмотрел на меня. В его глазах горел тот же огонь уверенности, что и тогда, перед дракой с бандитами. Он знал. Я плюнул на ладони. А была не была. Все равно делать нечего, урожай сгорел. Я вонзил лопату в твердую, как бетон, землю. Звякнул камень. Мы начали копать. Старик и пес. Против засухи, против логики, против самой природы. Мы искали жизнь там, где была только смерть. Это было начало битвы за воду. Битвы, которая сплотит не только нас троих, но и весь хутор. Битвы, в которой Казбек совершит свое третье чудо. Июль превратил Сухой Лог в филиал преисподней. Температура в тени перевалила за 40. Птицы перестали петь. Даже вездесущие воробьи попрятались под крыши и сидели там, раскрыв клювы, тяжело дыша. Воздух звенел от зноя, и этот звон, тонкий, назойливый, сводил с ума. Мы копали. Это стало наваждением. Каждое утро, еще до восхода, пока солнце не начало плавить мозги, мы с Казбеком выходили на наш объект. Яма за сараем уже стала глубокой, мне по пояс. Грунт был тяжелым, слой слежавшейся глины, перемешанный с мелким щебнем. Лопата входила в него с трудом. Каждый штык приходилось отвоевывать с боем. Казбек работал рядом. Он не просто присутствовал, он рыл. Он спускался в яму, вставал на дно и начинал яростно разбрасывать рыхлую землю, которую я только что взрыхлил. Его когти, крепкие, как стальные крючья, оставляли глубокие борозды в глине. Шерсть его стала серой от пыли, нос потрескался. Лада сидела наверху, у края ямы, и смотрела на нас с беспокойством, иногда тихонько подскуливая. Она была нашей группой поддержки, нашим талисманом. Соседи, проходя мимо забора, крутили пальцем у виска. «Ильич, ты совсем сбрендил на старости лет», — кричал через ограду Степаныч, местный скептик и пьяница. «Там скала сплошная. Какая вода? У меня колодец 30 метров, и то пересох. Бросай это дело, сердце надорвешь». Я только отмахивался. Мне нечего было ему ответить. Разум говорил, что Степаныч прав. Геология этих мест была сложной. Водоносные слои залегали глубоко и капризно. Но я смотрел в глаза Казбека и видел там упрямство, граничащее с фанатизмом. Он не отступал, и я не мог отступить. Это было бы предательством. На третий день раскопок у меня закончились силы. Спина болела так, что я не мог разогнуться. Ладони стерлись в кровь, несмотря на брезентовые рукавицы. Я сидел на дне ямы, прислонившись к прохладной глиняной стене, и курил, глядя на клочок высветшего неба над головой. «Все, Казбек», — хрипло сказал я. «Баста. Нет тут ничего, сухо, как в гробу». Пес подошел ко мне, ткнулся пыльным носом в щеку. Потом отошел к противоположной стене ямы и начал скрести ее лапой. Тихонько так, настойчиво. Скреб-скреб, скреб-скреб. Я присмотрелся. Глина в том месте была чуть темнее.
едва заметно, на полтона. Я потрогал ее пальцем. Она была чуть прохладнее остальной стены. Сердце пропустило удар. Не может быть. Я схватил лом. Размахнулся изо всех сил, уложив в удар всю злость, все отчаяние, всю надежду. Металл ударил в глину. Глухой звук. Еще раз. Еще. Откололся кусок породы. Под ним открылась трещина. И из этой трещины, тоненькой, как ниточка, потянуло сыростью. Настоящей, благословенной сыростью. «Вода!» — заорал я так, что вороны взлетели с крыши сарая. «Казбек! Вода!» Я начал долбить, как одержимый. Забыл про боль в спине, про жару, про возраст. Казбек прыгал вокруг, лаял, хватал зубами комья земли. Мы оба сошли с ума от радости. Через час на дне ямы уже хлюпала грязная жижа. Еще через 2 мы докопались до песка, крупного, речного песка, насыщенного влагой. Вода начала поступать быстрее, заполняя дно. К вечеру у нас был свой колодец, неглубокий, 3 метра, но вода в нем стояла уверенно. Я зачерпнул мутную жидкость ведром, дал ей отстояться, попробовал. Она была холодной, аж зубы сводила, и сладкой. Вкуснее этой воды я в жизни ничего не пил. Мы сидели у края ямы, грязные, мокрые, счастливые. Я, Казбек и Лада, которая тоже спустилась к нам и теперь лакала воду прямо из ведра. «Ты шаман, брат», — сказал я Казбеку, гладя его по грязной голове. «Настоящий шаман. Как ты узнал?» Он только щурился довольный. Но радость была личной недолго. На следующий день слух о воде разлетелся по хутору быстрее пожара. Первой пришла баба Нюра, старейшая жительница, с 2 пустыми ведрами на коромысле. Она стояла у калитки, маленькая, сгорбленная, и плакала. «Матвеюшка, сынок, у меня коза падает. Дай водички, Христа ради. У нас в колодце 1 тина осталась». Я посмотрел на Казбека. Он лежал на своем посту на крыльце. Увидев бабу Нюру, он встал. Подошел к калитке, понюхал ведра. Потом сел и посмотрел на меня. «Открывай». Я открыл. «Заходи, баба Нюра, бери сколько надо». Потом пришел Степаныч, тот самый, что крутил пальцем у виска. Вид у него был виноватый, кепку мял в руках. «Ильич, это... Ну, ты зла не держи. Дурак я старый, у меня рассада горит. Можно?» «Можно», — кивнул я. К вечеру у моих ворот выстроилась очередь. Весь хутор был здесь. Люди шли с бидонами, канистрами, ведрами. Те самые люди, которые раньше обходили мой дом стороной, боясь злого пса, теперь стояли и с надеждой смотрели на этого пса. И Казбек вел себя удивительно. Он не лаял. Он сидел у колодца, как сфинкс, наблюдая за порядком. Он позволял чужим людям заходить во двор, черпать воду, проходить мимо него в полуметре. Он понимал, это перемирие. Общая беда объединила всех. Я видел, как менялись лица людей. Они смотрели на Казбека не со страхом, а с уважением и даже с благодарностью. «Какой умный пес», — шептала молодая женщина, пришедшая с ребенком. «Смотри, Ванечка, собачка нас спасла». Ванечка, карапуз 5 лет, протянул руку к Казбеку. Я напрягся, готовый перехватить. Но Казбек только фыркнул и осторожно лизнул маленькую ладошку. Толпа ахнула. Легенда о белом монстре рассыпалась на глазах, уступая место легенде о спасителе. Мы качали воду насосом, который я наскоро подключил. Воды хватало всем. Жила оказалась мощной. Подземная река, которую почуял мой пес, была щедрой. Мы напоили хутор. Спасли огороды, спасли скотину. Вечером, когда поток просителей иссяк, и мы снова остались одни, я чувствовал себя совершенно измотанным, но абсолютно счастливым. Я смотрел на заходящее солнце, которое уже не казалось таким враждебным, и думал о том, как странно устроена жизнь. Меньше года назад я нашел на дороге полутруп.
Существо, которое все списали со счетов. А сегодня это существо спасло целую деревню. «Знаешь, Казбек, — сказал я, наливая нам обоим воды в миску, себе в кружку, ему в его посуду, — ты не просто собака. Ты — провидение Господне в собачьей шкуре». Он посмотрел на меня своими мудрыми глазами и зевнул. Мол, да ладно тебе, хозяин, скажешь тоже. Работа есть работа. Август принес долгожданные дожди. Небо прорвало, и вода с небес смыла пыль, наполнила ручьи и оживила степь. Жизнь вернулась в нормальное русло. Но отношение к нам изменилось навсегда. Я перестал быть бирюком. Со мной здоровались, звали в гости, угощали пирогами. А Казбек стал местной достопримечательностью, талисманом удачи. Но самое главное испытание ждало нас впереди. Прошлое, которое, как я думал, мы отпугнули той осенью, не исчезло. Оно затаилось, копило злобу и ждало момента для реванша. Бритый и бородатый не забыли унижения. И они не забыли про деньги, которые потеряли, лишившись своего лучшего бойца. Они вернулись не одни. Они привели подмогу. И на этот раз они пришли не разговаривать. Это случилось в конце октября, когда ночи стали длинными и темными, как чернила. Я проснулся от того, что Казбек не просто лаял. Он бился в дверь изнутри, в холода я пускал его ночевать в сене. Я выскочил на крыльцо с ружьем. Во дворе полыхало, горел сарай. Тот самый, где мы провели первые дни. Сухое дерево вспыхнуло, как спичка. Пламя ревело, пожирая крышу, искры летели в небо, угрожая перекинуться на дом. А у ворот стояли 3 машины. Фары били в глаза. Я увидел силуэты людей, много людей. 5, может, 6. В руках у них были не только палки. Я увидел блеск стволов. «Ну что, дед?» — раздался знакомый голос Бородатого, усиленный мегафоном или просто криком. «Жарко тебе? Выходи! И пса выводи, или сожжем вас тут заживо!» Казбек стоял рядом со мной. Он не рвался в бой безрассудно. Он оценивал ситуацию. Лада жалась к моим ногам, скуля от ужаса. Это была война. Настоящая. И отступать было некуда. «Лада, в дом!» — скомандовал я, заталкивая собаку внутрь и запирая дверь на засов. «Сиди тихо». Я проверил патроны. 2 в стволах, патронтаж на поясе. Мало, катастрофически мало против 6. Но я не собирался сдаваться. Это мой дом, это моя земля, и это мой пес. «Казбек», — сказал я тихо, глядя ему в глаза, — «держись рядом, не лезь на рожон, работаем по команде». Мы спустились с крыльца. Жар от пожара опалял лицо. Я вскинул ружье. «Первый, кто переступит черту, ляжет здесь навсегда!» — крикнул я, стараясь перекричать гул пламени. «Я не шучу!» В ответ раздался выстрел. Пуля ударила в столб крыльца, выбив щепу в сантиметре от моей головы. «Взять их!» — заорал Бородатый. И они пошли. Это была самая страшная ночь моей жизни. Ночь огня и крови. Ночь, когда мы с Казбеком встали плечом к плечу против стаи двуногих зверей. Время, которое обычно в степи течет медленно, как густой мед, вдруг сжалось в тугую пружину и лопнуло. Мир раскололся на вспышки и звуки. Я рухнул за поленницу дров, едва пуля щелкнула по дереву, выбив фонтан щепок мне в лицо. Сердце колотилось где-то в горле, заглушая даже рев пожара. Сарай полыхал уже вовсю, превратившись в гигантский факел. И в этом дрожащем, кровавом свете двор стал похож на сцену из преисподней. Тени плясали по земле. Длинные, изломанные, жуткие. Их было 6. Они рассыпались веером, профессионально беря дом в полукольцо. 3 пошли в обход, к огороду, чтобы отрезать путь к отступлению. 2, прикрываясь машинами, держали меня на мушке. Бородатый, их главарь, стоял позади, выкрикивая команды. Он чувствовал себя победителем.
Он думал, что загнал старого барсука в нору. Но он забыл про пса. Казбек не пошел со мной за поленницу. В тот момент, когда прогремел первый выстрел, он растворился. Просто исчез, словно дым. Его белая шкура, ставшая в отцветах пламени грязно-оранжевой, мелькнула у стены гаража и пропала в густой тени, куда свет пожара не доставал. «Казбек, нет!» — прохрипел я, перезаряжая двустволку дрожащими пальцами. Но он меня не слышал или не слушал. В нем проснулось то, что спало месяцами. Инстинкт охотника на крупного зверя. Аргентинский дог не лает перед атакой. Он не пугает. Он убивает молча. «Выкуривай его!» — орал бородатый. «Жги дом!» Один из бандитов, тот, что пробирался слева, замахнулся. В руке у него была бутылка с тряпкой. Коктейль Молотова. Если эта дрянь попадет в окно, мы сгорим вместе с Ладой. Я вскинул ружье. Руки ходили ходуном, глаза слезились от едкого дыма. Целиться было невозможно. Я выстрелил навскидку в сторону замахнувшегося. Грохот выстрела ударил по ушам. Картечь прошла мимо, взбив землю у ног бандита. Но это сработало. От неожиданности он шарахнулся. Бутылка выскользнула из руки и разбилась о камни. Огненная лужа растеклась по земле, отрезая ему путь. «Ах ты, старая сволочь!» — взвыл он, хватаясь за пистолет. И тут из темноты, из клубов черного дыма, стелющегося по земле, возникло оно. Я даже не понял, как Казбек там оказался. Он двигался быстрее мысли. Он вылетел из дымовой завесы, как призрак, и сбил поджигателя с ног ударом в грудь. Человек даже не успел вскрикнуть. Воздух вышибло из его легких с хриплым звуком. Казбек не стал его рвать. Он цапнул его за вооруженную руку, коротко, страшно, до хруста кости, и тут же отскочил, растворяясь в темноте, прежде чем его товарищи успели повернуть стволы. «Тайсон! Это Тайсон!» — заорал поджигатель, катаясь по земле и баюкая прокушенную руку. «Он здесь! Он в дыму!» Паника, липкая, холодная, начала расползаться среди нападавших. Одно дело идти на старика с ружьем, другое — знать, что где-то в этом аду, в клубах дыма, бродит зверь-убийца, которого ты не видишь, но который видит тебя. «Держите строй, идиоты!» — ревел бородатый, поля в воздух для острастки. «Это просто собака! Пристрелите, тварь!» Они начали палить вслепую. Пули свистели над головой, вгрызались в землю, рикошетили от фундамента. Я вжался в поленницу, чувствуя себя маленьким и беспомощным. У меня остался один патрон. Один. «Матвей Ильич», — вдруг услышал я голос, который показался мне галлюцинацией. «Держись!» Я рискнул выглянуть. Со стороны дороги, перекрывая свет фар бандитских джипов, разгорался новый свет. Желтый, мощный свет тракторных прожекторов. И рев. Не изнеженный гул иномарок, а тяжелый, надсадный рокот дизельного белоруса. Это был Петрович. Пьяница и скептик Петрович на своем старом тракторе, и он был не один. Трактор пер прямо на джипы, опустив ковш, как таран, а за ним бежали люди. Тени с вилами, лопатами, охотничьими ружьями. Степаныч, баба Нюра, господи, и она тут. Молодые парни с соседнего хутора. Они увидели зарево. Они поняли. «Наши», — выдохнул я, и слезы, грязные от копоти, потекли по щекам. «Наши идут». Бандиты замешкались. Они ожидали легкой прогулки, расправы над одиноким стариком. Они не ожидали войны с целой деревней. «Валим!» — крикнул бритый, который до этого прятался за машиной. «Менты приедут!» «Стоять!» — рявкнул бородатый. Его лицо перекосило от бешенства. Он понял, что проигрывает. И он решил забрать свой приз любой ценой. Он увидел меня. Я неосторожно высунулся, глядя на подмогу.
Бородатый вскинул помповое ружье. Расстояние 20 метров. Убойная дистанция. Я смотрел в черный зрачок ствола и понимал, не успею. Не успею спрятаться. Время снова замедлилось. Я видел, как его палец сжимает спусковой крючок. Я зажмурился. Удар. Не пули. Удар тяжелого тела, сбившего меня с ног. Что-то горячее, мохнатое и огромное навалилось на меня, прикрывая собой. Выстрел прогремел, как гром. Я услышал глухой звук удара свинца о живую плоть и скулёж. Тихий, полный боли и удивления. Казбек. Он прыгнул не на врага, он прыгнул на меня, он закрыл меня своим телом. Я открыл глаза. Пес лежал на мне, тяжело дыша. На его белом боку, чуть ниже лопатки, расплывалось темное пятно. Кровь. «Нет», — прошептал я, пытаясь выбраться из-под него. «Нет, нет, нет». А во дворе уже творился хаос. Трактор Петровича с жутким скрежетом въехал в бок джипа, сминая дорогой металл. Соседи, осмелев, пошли в рукопашную. Степаныч огрел кого-то черенком лопаты по хребту. Парни скручивали бритого. Бородатый стоял, опустив ружье, и тупо смотрел на то, что натворил. Он выстрелил в свою бывшую гордость, в своего чемпиона. И тут он увидел меня. Я выбирался из-под тела собаки, и в моих руках была двустволка с последним патроном. Я не помню, как встал. Не помню боли в спине. Я видел только глаза этого человека. «Ты убил его», — сказал я. Голос был тихим, но в нем было столько смерти, что Бородатый попятился. «Ты убил моего друга». Я поднял ружье. Он бросил свое, поднял руки. «Дед, не надо, я сдамся, не стреляй!» Я навел стволы ему в грудь. Палец лег на спуск. Ярость застилала глаза красной пеленой. Мне хотелось разнести его гнилое сердце в клочья. За Казбека, за Ладу, за Валю, за всю несправедливость этого мира. «Стреляй, Ильич!» — крикнул кто-то из соседей. «Собаки, собачья смерть!» Я взвел курок. Бородатый зажмурился, трясясь мелкой дрожью, и по его штанине потекло темное пятно. И в этот момент, сквозь гул пожара и шум крови в ушах, я услышал звук. Тяжелый вздох и шорох. Я скосил глаза вниз. Казбек был жив. Он пытался встать. Его передние лапы разъезжались в кровавой грязи, но он упрямо поднимал голову. Он смотрел на меня. В его глазах, затуманенных болью, не было злости. Там была мольба. «Не делай этого», — говорил его взгляд. «Не становись таким, как они. Мы лучше». Я замер. Ружье в моих руках весило тонну. Я смотрел на человека, который заслуживал смерти, и на собаку, которая учила меня жизни. Я медленно опустил стволы. «Живи, гнида!» — выплюнул я. «Суд тебя накажет, а Бог добьет». Бородатый рухнул на колени, рыдая. Подоспевшие мужики скрутили его, не особо церемонясь, пару раз дав для острастки по ребрам. Я бросил ружье в траву и упал рядом с Казбеком. «Держись, брат». Я зажимал рану руками, чувствуя, как теплая густая кровь толчками выбивается сквозь пальцы. «Держись». «Петрович, машину! В город надо, срочно!» Пожар догорал. Сарай рухнул, подняв сноп искр, но мне было плевать. Мой мир сжался до размеров пятна крови на белой шерсти. Мы погрузили Казбека в УАЗик Петровича, моя буханка была заблокирована разбитыми джипами. Я сел сзади, положив голову пса себе на колени.
Лада, которую выпустили из дома, пыталась запрыгнуть к нам, скуля и облизывая морду друга, но ее удержали соседи. «Гони, Петрович», — сказал я, глядя в остекленевшие глаза Казбека. «Гони как дьявол. Если довезешь, я тебе дом отпишу». Старый тракторист не ответил. Он просто вдавил педаль газа в пол, и мы рванули в ночь, прочь от огня, навстречу неизвестности. Казбек дышал тяжело, с хрипом. Каждый вдох давался ему с боем. Я гладил его по голове, шептал какие-то глупости, молитвы, проклятия. «Ты не умрешь. Слышишь? Ты нашел воду. Ты спас нас. Ты не можешь уйти вот так. У тебя щенки будут. Мы с тобой на охоту пойдем. Казбек, миленький, дыши». Он смотрел на меня, и в отблесках приборной панели я видел, как жизнь медленно, по капле, вытекает из его мощного тела. Но он боролся. Он был бойцом. Он дрался со смертью так же яростно, как дрался с людьми. До города было 40 километров. 40 километров по разбитому асфальту. Самая длинная дорога в моей жизни. Ветеринарная клиника в городе встретила нас закрытыми жалюзи и темными окнами. 2 часа ночи. Петрович колотил в железную дверь кулаком так, что, казалось, она вот-вот слетит с петель. «Открывайте! Срочный! Собака умирает!» — орал он своим басом, перекрывая шум ночного города. Я сидел на заднем сиденье, не в силах пошевелиться. Казбек лежал головой на моих коленях, и его дыхание стало совсем поверхностным, свистящим. Кровь пропитала мои штаны, куртку, обивку сиденья. Она была липкой и быстро остывала. Я держал ладонь на его ране, чувствуя, как жизнь толчками бьется под моей рукой, пытаясь уйти, убежать. «Не смей», — шептал я, глядя в его полуприкрытые глаза. «Слышишь? Не смей меня бросать. Мы же договорились. Мы — стая». Дверь распахнулась. На пороге стоял заспанный врач, молодой парень в очках, в накинутом на плечи халате. «Чего орете? Ночь на дворе. Доктор, родненький». Я буквально вывалился из машины, подхватывая тяжелое тело Казбека. «Пулевое! Спасай!» Врач мгновенно изменился в лице. Сон слетел с него, как шелуха. «В операционную! Быстро! Стол держите! Сергей!» — крикнул он куда-то вглубь коридора. «Зови анестезиолога! Срочно! Готовьте кровь и плазму!» Мы положили Казбека на холодный металлический стол. Под ярким светом бестеневых ламп он показался мне вдруг маленьким и беззащитным, несмотря на свои размеры. Белая шерсть была бурой от крови и грязи. «Выходите», — жестко сказал врач, натягивая перчатки. «Вы будете мешать». «Я не уйду», — уперся я. «Выйдите», — рявкнул он так, что я отступил. «Хотите, чтобы он жил? Тогда не мешайте мне работать». «В коридор». Дверь захлопнулась, отрезав меня от единственного существа, которое было мне дорого. Загорелась красная лампочка «Не входить». Эти часы стали самыми длинными в моей жизни. Длиннее, чем тот бой, длиннее, чем 10 лет одиночества. Мы сидели в пустом коридоре на жестких пластиковых стульях. Я весь в крови, с черным от копоти лицом. И Петрович, такой же грязный, пахнущий гарью и соляркой. Он не уехал. Он сходил к автомату, купил 2 стаканчика дрянного кофе и молча сунул один мне в руку. «Выкарабкается», — сказал он хрипло. «Он же заговоренный. Ты видел, как он их раскидал? Как лев». Я молчал. Я молился. Я, старый комсомолец-атеист, человек, который не был в церкви с крещения, шептал слова, которые сами всплывали в память. Я торговался с Богом. «Забери, что хочешь. Забери дом. Забери здоровье. Оставь его». Прошел час, 2, 3. За окном начало сереть. Город просыпался. Где-то зашумели трамваи, а мы все сидели, глядя на красную лампочку. Дверь открылась в половине 6. Вышел врач.
Усталый, с темными кругами под глазами, маска болталась на шее, халат его был забрызган кровью. Я вскочил, опрокинув стул. Ноги не держали. «Ну?» Врач снял очки, потер переносицу. Долго молчал, подбирая слова. «Живучий он у вас», — наконец выдохнул он. «Не собака, а танк. Пуля прошла по касательной, задела легкое, сломала 2 ребра и застряла в мышцах спины. Потеря крови большая. Мы его зашили, дренаж поставили». Он замолчал, глядя на меня. «Но гарантии я не даю. Следующие сутки критические. Если переживет, будет жить. Если начнется сепсис или отек легких, можно к нему на минуту. Он под наркозом». Я вошел в палату. Казбек лежал на столе, накрытый зеленой простыней. К его лапе тянулась трубка капельницы, рядом ритмично пищал монитор. Грудь его была туго забинтована. Он дышал. Тяжело, с хрипом, но дышал. Я подошел, наклонился к его уху. От него пахло лекарствами и той стерильной чистотой, которая пугает больше грязи. «Я здесь, брат. Я никуда не уйду. Ты спи, сил набирайся, а я посторожу». Я жил в клинике 3 дня. Спал на стульях в коридоре, ел то, что привозил Петрович, который мотался между городом и деревней, став моим связным. Домой ехать я отказался наотрез. На 2-е сутки Казбек открыл глаза. Я был рядом. Он посмотрел на меня мутным наркозным взглядом, узнал и попытался вильнуть хвостом. Слабо, едва заметно. Но это движение для меня было дороже всех богатств мира. «Лежи, дурень». Я гладил его по голове, глотая слезы. «Лежи. Все позади». Через неделю нас выписали. Возвращение домой было горьким и радостным одновременно. Когда УАЗик въехал в ворота, я впервые при свете дня увидел то, что осталось от моего двора. Сарая не было. Вместо него чернело пепелище, из которого торчали обугленные балки, похожие на ребра гигантского скелета. Забор был повален, земля изрыта колесами и усыпана гильзами. Но я увидел и другое. Во дворе было полно народу. Соседи. Те самые люди, с которыми я годами едва здоровался. Они не стояли без дела. Мужики разбирали завалы, грузили горелые доски в тележку. Женщины отмывали копоть со стен дома. Стучали топоры, визжали пилы. Увидев нас, все бросили работу. «Приехали!» — крикнул кто-то. Я вынес Казбека из машины на руках. Ходить ему пока запретили. Толпа расступилась, пропуская нас. Люди смотрели на перебинтованного пса с благоговением. Кто-то крестился, кто-то украдкой вытирал глаза. На крыльцо выскочила Лада. Она выла все эти дни, запертая в доме. Ее кормила баба Нюра. Увидев друга, она не бросилась к нему с лаем. Она подползла на брюхе, тихо скуля, и начала вылизывать его забинтованную лапу. Мы положили Казбека на его место в доме, на новый мягкий матрас. «Ну, Ильич, принимай работу», — сказал Степаныч, входя в дом и снимая кепку. «Сарай мы тебе всем миром к зиме новый поставим. Материал уже заказали, скинулись хутором. Забор завтра поправим, ты не переживай». Я смотрел на этих людей и не знал, что сказать. Слова застревали в горле. «Спасибо, мужики», — только и смог выдавить я. «Спасибо вам всем». Жизнь начиналась заново, на пепелище. Восстановление было долгим. Всю осень Казбек пролежал дома. Я менял ему повязки, колол антибиотики, варил самые вкусные бульоны. Шрамы затягивались медленно. Пуля оставила глубокий след на его боку. Там шерсть больше никогда не выросла. Осталась гладкая розовая кожа. Но раны телесные заживают быстрее душевных. Казбек изменился. Он стал еще тише, еще спокойнее. В нем появилась какая-то глубокая старческая мудрость, хотя по годам он был в расцвете сил.
Он больше не бегал за фазанами. Он любил лежать на крыльце, греясь в лучах остывающего осеннего солнца и смотреть на дорогу. Но теперь в этом взгляде не было тревоги. Он знал. Враг повержен. Его миссия выполнена. Суд над бандой был громким. Бородатые и его подельники получили реальные сроки. Не только за поджог и нападение, но и за организацию боев, кража скота и незаконное оружие. Следователь сказал мне, что показания дали десятки людей. Их империя страха рухнула, разбившись о ворота старого хутора. А к зиме у нас случилось еще одно событие. Лада округлилась. Я сначала думал, раскормил я ее на радостях. Но потом стало ясно, будут щенки. Не от Казбека. Он появился у нас, когда Лада была уже стерилизована. Я так думал, оказалось, нет. Или это было чудо природы, или она успела погулять с кем-то до того, как мы ее нашли, хотя сроки не сходились. Нет, это были щенки местного жениха, забежавшего, пока я был в больнице с Казбеком. Обычные дворняги. Но когда они родились, 5 пищащих слепых комочков, Казбек принял их как своих. Он, грозный боец, убийца волков, лежал рядом с коробкой, грел малышей своим теплом, когда Лада уходила поесть, и позволял им ползать по своей огромной голове. Я смотрел на эту идиллию и понимал, круг замкнулся. Смерть отступила, дав дорогу новой жизни. Эпилог. Осень жизни. Прошло 2 года. Если вы сейчас проедете по трассе мимо Сухого Лога, вы не узнаете это место. Хутор ожил. Благодаря тому самому колодцу, который мы выкопали, здесь теперь сады. Зелень бушует даже в самое жаркое лето. Люди потянулись сюда, строят новые дома. Я сижу на веранде своего дома. Вечер. Солнце медленно скатывается за горизонт, окрашивая степь в золото и багрянец. В руках у меня кружка с горячим чаем с чабрецом. Колени укрыты пледом. Старость все-таки берет свое. К непогоде суставы крутит сильнее. Рядом со мной на теплых досках пола лежит Казбек. Он постарел. Морда его поседела еще больше. Движения стали неспешными, тяжелыми. Шрам на боку виден отчетливо, как медаль за отвагу. Он дремлет, положив голову на лапы, но его уши, как локаторы, поворачиваются на каждый звук. Он все еще на службе. Он все еще страж. По двору с визгом носится молодое поколение. 2 щенка, которых я оставил себе от того помята. Остальных разобрали соседи. Всем хотелось собаку от Ильича. Говорят, они приносят удачу. Щенки дергают Казбека за хвост, кусают за уши. Он терпит. Иногда только ворчит беззлобно, как старый дед на расшалившихся внуков, и осторожно отодвигает их лапой. Лада спит в тени винограда. Она тоже ждала. Хромота стала заметнее, но глаза у нее все такие же ясные и преданные. Я делаю глоток чая и смотрю на своего друга. Мы прошли с ним долгий путь. От грязной обочины и рваной цепи до этого тихого заката. Люди говорили мне, что собака — это просто животное, что у нее нет души, только рефлексы, что бойцового пса нельзя исправить, он всегда будет убийцей. Они ошибались. Я смотрю на шрамы от сигарет на его лапах, которые почти скрылись под шерстью, но я-то помню, где они. Я помню его взгляд в тот первый день. Взгляд существа, которое молило о смерти. И я вижу его взгляд сейчас. Когда он открывает глаза и смотрит на меня, я вижу там не рефлексы, я вижу там бездну понимания. Я вижу там любовь, которая сильнее страха, сильнее боли и сильнее смерти. Казбек поднимает голову. Он чувствует, что я думаю о нем. Он тяжело вздыхает, поднимается и подходит ко мне. Кладет свою огромную голову мне на колени, прямо на плед.
Я кладу руку ему на затылок, чувствуя под пальцами знакомый бугор черепа. «Мы победили, брат», — тихо говорю я ему. «Мы всех победили. Не силой, нет. Мы победили тем, что остались людьми. Даже ты. Особенно ты». Солнце садится. Тени становятся длиннее. В степи зажигаются первые звезды. Где-то вдалеке мычит корова, слышен смех соседей. Жизнь продолжается. Простая, трудная, но прекрасная жизнь. И я знаю, пока этот белый пес рядом со мной, мне нечего бояться. Ни темноты, ни одиночества, ни смерти. Потому что ангелы не всегда имеют крылья. Иногда у них 4 лапы, купированные уши и шрам от пули на боку. И имя им — верность.